Салам алейкум, Руслан. Салам алейкум. Приветствую вас, уважаемые зрители. Мы вот в гостях. У нас снова Руслан Сулейманов из Канады. Сегодня мы хотим поговорить о мобилизации. Но это будет уже такая тема не мой вопрос, а ответ Руслану Сулейману. А это будет, мы решили, такой живой разговор, потому что Руслану есть что сказать, мне есть что сказать по этому поводу. Ну и всем нам есть что сказать. Приветствую тебя, Руслан. Салам алейкум. Алейкум салям. Я рад тебя снова видеть. Вот, мы хотели продолжить по экономической теме, но у нас руководство России постоянно подбрасывает какие-то темы, на которые надо будет отвечать очень своевременно, поэтому, ладно, говорим про это, будем говорить про мобилизацию, ну, в таком широком понимании даже, наверное, да, я так понимаю, не в юридическом, потому что мы с тобой не юристы. Да, ну вообще вот что она несет нам, башкирам, башкирскому населению, Республики Башкортостан, мобилизация, чем опасно, ну и так далее. То есть вообще о таком факте, как мобилизация, поговорим. Да? Вот, ну, твое вот... Да, сразу вот начну, как бы, да, вот, ты ожидал, что будет мобилизация? Честно говоря, да. Ну, скажем так, в процентном отношении, процентов на 90 был уверен, что да, потому что мы же черпаем информацию не с одной стороны, а с двух сторон. Я читаю и про кремлевские каналы, Телеграм в основном, да, и потому что, ну, у меня телевизора просто дома нет уже 8 лет, поэтому я с телевизора никакой информации не получаю. Соответственно, я слушаю и ту, и эту сторону. Обе стороны, конечно, есть какой-то шум посторонний. Так, это у меня здесь это... Все, это обогреватель меня. Я испугался, там Россия на тебя что-то выпустила. Ну ладно, слава богу, обогреватель. Но газа не будет, ты, наверное, запас электрическим обогревателем. Надеюсь, ты купил уже дровяную печку. Европа усиленно готовится к зиме предстоящей. Да. Болта там, пила там, у тебя сыновья там будут помогать топить и так далее. Иншаллах. Ладно, это как бы шутки немного в сторону, но эта опасность действительно есть. Тем более на фоне прорыва трубопроводов и так далее. Да, по мобилизации начал говорить о том, что мы с тобой оба слушаем обе стороны, и украинскую, и российскую. Понятно, что оба привирают, ну, то есть не надо тут говорить, что обе стороны правы, да. Но в конце концов, то, что происходит на полях битвы, мы же видим продвижение войск, не так ли? Организованность войск, по какой тактике кто действует, да, потому что тактики абсолютно разные у России и у Украины. Вот. Было видно, что в большинстве, конечно, с вами привирает, конечно, российская сторона. И судя по тому, как вот это пошло, когда уже наступление в августе и так далее, было уже практически 100% понятно, что тех войск профессиональных, которые Россия имела внутри Украины, да, после вот этого вторжения, вот, явно недостаточно, чтобы его удержать. Потому что есть такое военное правило, мы, конечно, не военные, но все об этом говорят, что если ты хочешь захватить какую-то территорию, у тебя превосходство должно быть в 3 раза. То есть, если у украинцев там 200-тысячное войско стоит, Россия должна заходить с 600-тысячным войском. Такого, конечно, не было. Было практически паритет. И что дальше? Естественно, там Министерство обороны утверждает о том, что со стороны России потерь 5900, а одновременно украинская сторона говорит, что их ровно в 10 раз больше. Пусть даже, правда, где-то в середине, но в любом случае это уже 30 тысяч погибших со стороны России. Плюс всегда в 3 раза умножать надо количество еще раненых. То есть 30 тысяч плюс 90 тысяч, 120 тысяч уже выбыло, а заходило 200-250 тысяч. Поэтому против 200-тысячного войска Украины там держаться с 100-тысячного войска, это просто невозможно. Тем более, если ты хочешь захватывать земли. Поэтому для нас с тобой было понятно, что будет мобилизация. Вот. Ну, вот ответ мой такой, что мы заранее знали, что это будет, честно говоря. Я вот тоже знал, я всем с вами, кто меня спрашивал еще, весной спрашивал, я говорил, что мобилизация в любом случае будет. Просто смотри, вот как бы немножко логически не укладывается в голове. Ну вот они отправили туда армию. Эту армию положили там частично, да? В принципе, кто туда должны войти, по идее, да? У нас есть армия, то есть, да, вооруженных сил Российской Федерации, которые там, ее части разбросаны там по всей территории России. Воевать должна армия, по идее, логически. Но набирают из
скажем, запасников разных возрастов, разных профессий, начиная там от таксистов, заканчивая поварами. То есть, как бы, есть ли в этом смысл какой вот забирать музыкантов, там, да, вот мы видели там, да, и это, по идее же, должна армия воевать. Почему воюет? Куда делась наша армия тогда, получается? Ну, не всю же ее уничтожили. Ну, последние, наверное, 10 лет Путин усиленно занимался вербовкой именно контрактников. То есть это, по сути, была профессиональная армия, а он его даже, кстати, обкатывал. Он обкатывал его в Грузии в начале 2008 года, потом обкатывал в Сирии. То есть, я думаю, вот эти планы по захвату Украины у него были с момента прям прихода. Просто армия была не готова. Был там разброд и шатание. И он думал, что он его профессионализировал. Естественно, он его обкатал. Эта армия примерно состояла 200-250 тысяч человек. Но украинцы его настолько проредили, что этой профессиональной армии сейчас не осталось. То есть то, что выстраивали там последние 10-12 лет при Сердюкеве, потом при Шойгу уже более как будто бы серьезно, да, этой армии практически уже нету. А как бы гордыня человека не позволяет ему сейчас как-то отступить, признать, что он был неправ, признать свое там поражение, признать, что он вообще может проиграть. Поэтому вот человек, который не воспитал с позиции ислама твой нафс, он будет до конца бороться для того, чтобы оказаться правым, потому что он сам себя не может перебороть. И в этом главный комплекс. Сам себе не может признать. Да, признать. Это самый главный комплекс Путина. Мания преследования и мания величия, да? В голове там у него всяких планов понастроил, и он думал, что у него внизу все в порядке. Но, к сожалению, все оказалось. Или к счастью, оказалось все не так. Сейчас той профессиональной армии нет, либо она настолько прорежена, что она никак не может на поле боя действовать. Соответственно, логически тут только надо мобилизовать. А мобилизует кого? Кто вчера хотя бы выпустился из армии, у которого... Но у нас же армия же не 200 тысяч, она у нас почти 1 миллион там. Ну, это срочники. Ну, да. Ну, а чем отличаются срочники, которые сегодняшний день... Нет, я, конечно, вообще против того, что вообще любые люди воевали. Конечно. Я к тому, что просто, логически не умещается как-то. Чем срочники, точнее, чем мобилизованные лучше, чем срочники будут воевать? Мне кажется, наоборот, хуже будут, потому что в срочники они хотя бы там каждый день зарядку делают, бегают там, да, какие-то там стрельбы, хоть что-то. Но что будет делать музыкант там, да, что будет делать там тот же самый строитель? Он оружие там 20 лет назад держал последний раз. Ну, грубо говоря, 15 лет назад, 10 лет назад. Я отвечу, но ответ будет, может быть, тебе не понравится. Может, скажешь, что я конспиролог. Ситуация следующая. Все это будет усугубляться. Я слушаю здесь много канадских и американских экспертов тоже. Они предрекают, что, по сути, это начало Третьей мировой войны. Многие даже эксперты говорят, что атомная война, вернее, ядерная, она неизбежна. Дают даже 100% гарантию, что это все произойдет. Поэтому вот у меня есть ощущение, что есть какая-то договоренность состричь население Земли. Это звучит, конечно, немного абсурдно, но так и есть. Поэтому срочников пока и держат. То есть Путин понимает, что украинский фронт не будет единым. Срочники рассредоточены пока там по всем остальным местам. Кто-то стоит возле Китая, кто-то все еще там в Таджикистане, кто-то в Армении, кто-то охраняет северные как бы вот эти широты, да. Заметь еще, Руслан, они на бой в Украину бросились только старые танки. То есть Т-64, Т-72. Очень редко можно увидеть Т-90. Хотя армат совсем нету. Я предполагаю, что их практически просто не существует, потому что деньги разворовали. Но есть у меня ощущение, что у России есть резервы, которые он готов вытащить в случае эскалации конфликта. А конфликт эскалируется. У меня ощущение, что сейчас они выбросили все старье, кроме ракет, потому что калибр там они процентов на 8 уже вроде бы отстреляли, но мы не знаем, сколько у них там всего, да. Но вот эти все Т-90, Т-92, вот Т-90М, да, и Армат, и еще какие-то вооружения возможно держать на случай эскалации войны с НАТО. В более широком масштабе, да? Да. Если это будет дальше происходить, потому что это будет граница будет не только вместе с Украиной же. Эта война будет и в Прибалтике, и в Финляндии, и с северных широт, там куча военных баз там в Арктике стоят, да, и снизу, и Гавайские острова с другой стороны, со стороны Тихого океана, откуда может долететь спокойно до Владивостока. Есть у меня ощущение, что они договорились, что эта война будет такой, договорной, проредить какое-то количество населения, и знают, что какие-то резервы надо оставить для того, чтобы потом защищать другие рубежи. У меня ощущение, что срочников поэтому и держат. Там еще, по-моему, их 800 тысяч или 700 тысяч. Это вообще огромная армия, ты правильно говоришь.
Но не наступило еще время для того, чтобы их тоже задействовать. Хотя ты правильно говоришь, у них опыт самый большой. Они прямо сейчас находятся в армии. Они как... семей, у них нету детей, Да, по идее, да? То да. есть, по идее, Они практикуются каждый день на да, поле боя, они с да. автоматом ходят, они Они бегают, они молодые, физически они самые шустрые, сильные. да? Да, Абсолютно всё правильно. У меня ощущение, что их держат для дальнейшей эскалации. А эскалация однозначно будет происходить. Поэтому, чтобы Украину удержать, мне кажется, они бросили именно вот эти резервы, которые вчера пришли с армии, у которых еще физическое состояние более-менее, которые еще умеют там как-то группироваться, там, не знаю, использовать артиллерию, там, разминировать территорию и так далее. Но мой ответ такой, что будет договорная какая-то война идет. Я думаю, что тут и Путин в сговоре, и Байден в сговоре, и Зеленский, не могу сказать, его поставили в известность или нет. Может, он просто будет героем. Это в момент вот для меня как бы непонятно. А то, что остальное по договоренности, у меня как бы никаких особых таких сомнений нет. Вот еще знаешь, как бы к этому, что меня еще подталкивает. Вот сейчас посмотрим. Есть договоренность лет на основании следующего. Помнишь, вот буквально 4 дня назад прорвал трубу, да? Вернее, это была диверсия в отношении Северного потока-1 и Северного потока-2. Значит, у меня ощущение такое, если где-то начнет прорывать инфраструктуру западную, там интернет, какие-то линии начнут под океаном обрываться, или какой-нибудь норвежский поток разорвет и так далее, это будет говорить о том, что действительно была диверсия со стороны там американцев либо НАТО, и они это сделали. И Россия уже в отместку мстит, как бы и в других, примерно аналогично. Но если Россия ничего не сделает и просто закроет на глаза на то, что вот эти два главных трубопровода, по которым деньги, там, валюта течет в Россию, и ничего с этим не сделает, тогда Россия сама совершила диверсию, чтобы просто попытаться типа там заморозить Европу. Но у меня еще другой вопрос. Этого Северного потока 1-2 раньше же не было, года 20, по-моему, назад не было. Да. То есть эта Европа как-то она себя обогревала, как-то промышленные предприятия все равно работали и так далее. То есть я не знаю, мне не совсем понятна вот энергетическая безопасность Европы. Вот не совсем все это понятно. Мой ответ такой по поводу почему не привлекают именно срочников. Что они знают, что будет эскалация, они знают, что надо будет задействовать гораздо больше оружия, поэтому они не вытаскивали самое последнее. К сожалению, будем ждать тогда дальнейшей эскалации. Вот смотри, тогда как бы перейдем к нашим башкирам, да, к родным. Все-таки вот мы задаемся такими вопросами, да, вроде бы, почему там не призывают срочников, да, там, действующую армию, почему призывают, мобилизуют простых народ. Почему у башкир такие вопросы нет? Почему мы видим, что они так радостно поют, играют на курае, танцуют, пританцовывая и бегут все воевать? В чем дело вообще? Что случилось? Якутия бастует, Дагестан бастует, Тува бастует. Только наши башкиры радостно там с флагами под песню там «Прощание славянки» бегут воевать. Вообще, аптрайм, вот что, не меня волнует. У меня такая ситуация, Руслан, я понимаю с тобой. Иногда даже спать невозможно, да, вот первые дни было очень тяжело, буквально 2 недели. Вот мобилизация били, мы же, мы с тобой часто общаемся, мы не можем найти себе даже какое-то место. У меня, знаешь, такое ощущение, как будто вот мы с тобой стоим, да, понятно, не только мы с тобой, тут много людей, которые против войны, которые, скажем так, проснулись, для которых жизнь человека это первичный приоритет, да, это важнее всего. Потому что мы живем один раз, всего лишь там одну жизнь его надо достойно прожить, а не у кого-то убивать, там, захватывать территорию. У меня ощущение, что вот мы стоим, да, на порог, вот, на какой-то огромный утес, народ весь туда несется, снизу вот огромный такой обрыв, и там вот яма, и торчат какие-то копья, и в огне все. Вот мы людей тормозим, не надо туда бежать, не надо, вы там умрете 100%. Нет, вот, я не знаю иногда, почему вот так происходит, что у людей мышление совсем другое. Но тут, я думаю, факторов очень много. Очень-очень много. Во-первых, стадный инстинкт, да, он всегда присутствует, и, к сожалению, от 70 до 90% населения любой страны, включая Канаду, там, и западный мир, они подчиняются стадному инстинкту. Что им говорят, то они и делают. То есть, по сути, ими управляет телевизор. У них такое ощущение, что если тебе по телевизору какой-то важный человек там в галстуке говорит какую-то информацию, они верят этому и все. Потому что, вот смотрите, это официально, это же президент, он не может врать. Хотя, если там просто проанализировать все, что он делал последние 22 года, там одно вранье.
Да, люди почему-то каждый раз ему шанс дают. Нет, вот на этот раз он не врет. Тот раз, ну ладно, было, но здесь, смотрите, война, это такая критическая ситуация. Это первый момент. Второй момент, люди боятся признать свою ошибку. Вот это именно опять касается нафса, да, внутреннего человека, эго. Даже когда они потом понимают, что были неправы, они это не могут признать. Но это надо быть большим человеком. Далее, многие люди все-таки могут ошибаться. Вот, например, возьми даже историю наших башкир, да, тот же Алдар Батыр, да, он воевал против османского халифата, помнишь, в составе Российской Федерации. Но потом понял свою ошибку, изменил и как бы штык совсем в другую сторону повернул. Мы даже, помню, читали, я это хорошо помню, в 8 классе я тогда был, историю Башкортостана. Мы эту тему изучили, а потом я приехал в турецкий лицей учиться. А там турки же приехали. О, смотри, говорю, исторический факт. Наши башкиры, говорю, за Россию когда были, говорю, воевали с османским халифатом, и наш самый сильный человек российского войска, это был Алдар Батыр, вышел против какого черкеса, его убил. И мы с такой гордостью это рассказывали. Поэтому исторические ошибки, они возможны. Но главное, это надо признать и потом поменять сторону. Но опять касается твоего внутреннего воспитания и эго. Мне кажется, этого не хватает. Но далее боязнь перед государством. Вот человек, когда не боится Всевышнего, он боится чего-то другого. То есть вот этот страх в человеке всегда должен присутствовать. Но нам настолько атеизм внедрили в людей в течение вот этих 70 лет там, при коммунизме, то есть убрали же, искоренили практически всю религию. Раньше же башкиры боялись только Аллаха. То есть он ради Всевышнего готов был на все. И это самая главная боязнь, больше ничего не боялся. Поэтому наши предки такие воинственные были. Не важно, в какой они стороне были, они были реально воинственны. Даже во Второй мировой войне это все прослеживалось. Там очень много всяких там исторических событий, где башкиры до конца бились, потому что тому времени они все еще были верующие, они читали намазы, они уразу держали и так далее. Но потом это все искоренилось. Плюс еще 10 лет вот этого хаоса до Путина и 22 года диктатуры Путина, опять государство. Там много факторов экономических, то я сейчас не буду рассказывать. Но опять главный фактор перед тобой не Всевышний, а именно постоянное государство, потому что ты только с ним контактируешь. Соответственно, ты только его и боишься, потому что ты знаешь законы и так далее, и так далее. То есть ты боишься тюрьмы больше, чем собственной смерти. Это, конечно, вот полная многие, глупость. как я не могу отправить своего сына, его же посадят. Я говорю, блин, Вот именно, это же, 3 года человек отсидит, 5 лет отсидит, он выйдет живой, здоровый, руки, ноги целые, психика нормальная. А сын, говорю, твой пойдет служить, я говорю, 3 варианта. Либо он, говорю, вообще не вернется оттуда, или там вернется в полиэтиленовом пакете. Либо, говорю, там без рук, без ног приедет инвалидом, всю жизнь будет мучиться, как бы, и будет проклинать. Либо он приедет целый, но с подорванной психикой. Абсолютно правильно. Но еще один вариант есть. Еще один момент есть. Мы вот внутри матрицы крутимся. Государство — это матрица. Он тебя заволок, и ты постоянно думаешь, что ты должен подчиняться этой системе. Это неправильно. Ты-то, получается, тогда раб. У тебя нет никакого своей точки зрения. Это ужасно. А никто не думает о том, просто не пойти в военкомат. Или просто их не послушаться, не так ли? Вот многие эксперты, юристы об этом говорят. Мы с тобой тоже об этом много разговаривали. Если ты по призыву не пришел в военкомат, там административное нарушение, не уголовное. От 500 до 3000 рублей. Все, лучше штраф заплатить, остаться дома. Второй раз, я не знаю, нет еще, не заведено в России ни одного уголовного дела в связи с отказом от мобилизации. Но тебе ничего не будет. Понимаешь? Потому что если ты пойдешь там, 50% что ты вернешься, 50 на 50, не так. Либо ты умрешь, либо ты вернешься. Тут ты хотя бы останешься. Крайний случай, да, можно уехать. Я вот ни в коем случае, кстати, не осуждаю наших сограждан, которые уехали, потому что они думают о своей жизни, они думают о своем будущем, они думают о своих детях. Конечно, это однозначно. То есть, если ты не вернешься, там же куча минусов, которые происходят из-за того, что тебя дома уже нету. Либо ты умер, не так ли? Об этом можем отдельно поговорить, на что все это влияет. Я вот со своими друзьями общаюсь, некоторые, у меня друзья практически никто не поддерживает эту войну, но не хотят покидать. Я, говорит, останусь, будет что будет. Там некоторые говорят, там Шейхзада наши, говорит, апеллируют к нашим национальным героям начала 20 века, наше национальное правительство, которое не уехало вслед за такими людей, остались, в итоге попали под репрессии. Да. Вот они говорят, они же остались, знали, что с ними будет, остались, да, то есть я, говорит, тоже останусь. Я говорю, это, говорю, во-первых, неправильно. Да, они остались, согласен, это их выбор, но здесь же сегодня совершенно все другое. Мы сейчас не воюем за свое национальное государство.
Мы не пытаемся как-то его сохранить. Мы воюем за захват вообще чужой территории. И если тебя призовут, я говорю, и какая разница, вот, допустим, тебя, в любом случае тебя заберут. Либо тебя в тюрьму заберут, рано или поздно, да, если как бы начнут всех подряд грести, либо тебя заберут на войну. Но если то есть в любом случае тебя дома не будет, и твою семью никто не будет обеспечивать, твоя семья будет без тебя. Какая разница, если ты уедешь за границу куда-нибудь, в Казахстан тот же самый. Да. И это же время семья будет без тебя, но, по крайней мере, ты будешь жив, ты будешь оттуда присылать деньги, ты будешь с ними общаться, и ты будешь в безопасности. Ну, это же лучше, по идее. Ну, Однозначно. Не могу как-то донести. Нет, это... Я понимаю, что сейчас, возможно, уголовное дело, но они начнут заводить. И поэтому я и не против тех, которые уезжают, потому что мы же понимаем, что у Путина идол это Сталин. Он во всем повторяет Сталина. Там, если ты слушал польская журналистка, я не помню имя, неважно, она там побывала везде, где был Путин, где он родился, поговорил с теми людьми, которые его знали и так далее. То есть он даже рыбачил там, где рыбачил Сталин. Это такой скрытый больной человек, который пытается копировать Сталина и думает, что он настолько же, настолько же крутой. Вот. И судя по тому, что Сталин творил там в советское время, репрессии 1937 года, не забывай, то есть от открытия там первых уголовных дел за отказ от мобилизации, до репрессий пройдет не так, как у нас, да, там при советском времени 20 лет, а он может и на следующий год начать делать. Реально может быть. Поэтому ни в коем случае не осуждайте у людей, которые уехали. Путин может начать репрессии, там, всех в Колыму отправлять, там, куда-нибудь новую землю, что-то строить и так далее. Или просто даже на передовую их кидать, а сзади поставить каких-то там кадыровцев, чтобы их расстреливали. Это абсолютно нормально, как бы возможно. Этому человеку ни в коем случае нельзя доверять. Поэтому те люди, которые уехали, мы их не осуждаем. Они думают как раз о своем будущем. А я вот как раз по поводу наших башкир подумал, почему они едут. Вот действительно, воинственность в нашей крови, она все-таки никуда не делась. Пусть даже как бы и нет никаких восстаний таких, негде было проявить, скажем, да, свой воинский дух. И тут вот подвернулся такой случай. И плюс, вот как ты говоришь, стадный инстинкт, и вот инстинкт вот этот вот молодежного, вот хулиганской, уличной молодежной культуры, когда, допустим, сосед у меня идет, я, боясь прослыть трусом, почему у меня одноклассник идет, и мне все говорят, почему ты не идешь, ты что, трус, и я тоже должен идти. И приходит домой, и своей жене или своей матери говорит, вон, у меня одноклассник собрался, и я тоже пойду. То есть вот такой стадный инстинкт. Очень правильное замечание, вот у нас в деревнях даже принято, да, кэшиниме айтер. Все боятся, мы как бы точки зрения других людей. Это как будто позор звучит, не так ли? Да. Вот это нам внедряли там при коммунизме, а потом кэшиниме гюлей. У меня мама, к сожалению, да, я очень люблю, обожаю, но она тоже постоянно печется о том, что люди о нас подумают. Вот мне вообще без разницы, что подумают. Я знаю, что надо сохранить свою жизнь для своих детей, для своего будущего, для будущего Башкортостана. Поэтому вот это вот мышление стадное, оно абсолютно неправильно. Не надо этого стыдиться. Это мое мнение, все. Я не хочу ехать убивать чужих людей на чужой территории под непонятными целями. Земли. Конечно, вот хади же есть нашего пророка, да, наступит ахарзаман, это последние времена, когда люди будут умирать, не будут понимать, почему они умерли, и люди поедут убивать, не понимая, зачем они убивают. Смысла никакого нету. То есть у меня вообще ощущение, вот есть такая точка зрения, да. Если ты хочешь захватывать чужие земли, захватывай любовью. Каким образом? Россию сделал настолько идеальным государством, супердемократичным, реальным разделением властей, с уважением ко всему, всего. У тебя все процветает, технологии процветают, люди смотрят и завидуют тебе. Украинцы говорят, смотри, какая Россия развита, мы сами туда хотим. Вот так можно захватывать земли, да? Потом референдум провели, зашли, и ты также начал процветать больше, чем у своей власти. А так, по-другому, просто как гопник пришел, зашел, там, забрал, да. Мало того, я же когда вот тоже вот с другими людьми как бы веду дискуссии такие, да, в социальных сетях, я им объясняю, ну вот они говорят, вот Украина там, да, я говорю, ну у нас, мы захватываем чужую территорию, я говорю, мы огромная страна, у нас огромное количество территорий, нам что, не хватает земли, что ли? Ну, у нас огромные пустующие земли, то есть даже живут в бедности люди, и мы лезем, еще хотим себе забрать. Для чего? Чтобы
мы самые великие, мы страна самая большая, мы самые сильные, чтобы нас боялись. Что мы несем? Вот мы отсоединили Абхазию от Грузии, отсоединили Южную Осетию. Как они сейчас живут? Это серые государства, там, полукриминальные, где разруха. Ну, в 2014 году зашла Россия в ДНР, да, то есть там, и сделала ДНР и ЛНР, сделала Донбасс, сделала из них такие полусерые государства. И что сейчас там? Ну, вот кто не давал им с 2014 года по 2022, когда они, ну, реально были под контролем России же, да? Кто не давал им сделать из них какой-то, я не знаю, там, Гонконг, сделать из него супер, там, да, какой-то процветающие какие-то территории, где тогда бы реально бы другие территории Украины захотели бы войти в состав. Конечно. Но они же не сделали из этого, они сделали из них какую-то дыру, где люди жили в нищете, без работы, в разрухе. Это разве мир, который мы несем? И люди же этого не понимают. То есть они хотят величием, живут величием. Единственное, что оставили людям, это оставили величие за свою страну, там, да, гордость за свою страну, что мы самые сильные, что нас все боятся, что мы можем силой всех нагнуть. Но это же неправильно. За МКАД выехать там уже, может, даже не говорить о Сибири, которая там огромная территория, о Дальнем Востоке, пустующих землях. Но даже это можно не приводить в пример, а можно привести вот за МКАД выйти, и уже там огромная разруха, огромные территории, пустующие земли стоят. То есть я считаю, что в первую очередь надо своей территорией заниматься, чем захватывать другие дальше. Абсолютно. Ну, я с тобой согласен. Путин, по сути, приватизировал все победы, которые были у СССР, России, Российской империи и так далее. И вот на их основе что-то строит. Хотя, надо понимать, что вот во Второй мировой войне, ты знаешь, сколько процентов России было захвачено? Российской Федерации, Вторая мировая. Фашисты захватили 6%. А украинцы захватили 100%. Украинцы 100% бились против фашизма. И сейчас там приватизировать ту же Вторую мировую, как будто там только Россия выиграла, да, русские. Это абсолютно неправильно. Украинцы гораздо больше бились там процентом машин, чем россияне. Почему? Потому что 100% Украины, Белоруссии фашисты захватили, а Россию захватили только на 6%. И Россия, ты правильно говоришь, она огромная. То есть 90% его территории вообще не заселено. Развивайся не хочу, строй там и так далее. Но у человека, я не знаю, что с ним, да, там реально какая-то гигантомания в голове, либо желание там собрать все эти территории. Ну, человек больной реально, его надо лечить. Он реально больной человек. И эти люди, как бы, меня тоже удивляет, как 70-90% могут людей за ним идти. Это первый пациент психбольницы. Но зла у него настолько много сделано, что не в психбольнице его место. И вот самое лучшее, что может сделать, он реально поехать в Гаагу, самому сдаться. Тогда он там, ну, хотя бы в тюрьме будет жить. И вот что плохо, то что у нас у башкир уживаются две модели, исторические модели. Они одновременно могут гордиться Салават Юлаевым, Заки Валиди, Алдар Батыром, Карахакалом, да, то есть, которые воевали против империи за свободу там, башкирского народа, за права там, башкир, то есть за земли башкирские. И одновременно могут гордиться там генералом Шеймуратовым, северными амурами, которые воевали за эту же империю. То есть вот это вот у них двойное сочетание, то есть они вроде бы там Салавата Юлаева оскорбили, они там восстанут. В то же время они там идут, говорят, мы как Шеймуратов, он как с песнями Шеймуратов генерал едут воевать за эту же самую империю. Но вообще вот это вот... И вот этим умело пользуются наши пропагандисты башкирские сейчас, к сожалению, помимо чиновников, которые вот на этом играют, ну и чиновников, ладно, это их работа такая, им за это деньги платят, они завязли по самые уши во всем этом дерьме, и они понимают, что когда скинут Путина, они все попадут. Все попадут под суды, будут какие-то там, естественно, расследования, и все понесут наказание. Но есть же у нас ломы, лидеры общественного мнения, есть какие-то общественные деятели, которые поддерживают это. И вот я читаю, там, я был особенно удивлен, потому что Зухра Буракаева перешла на эту сторону. Она сейчас пост за постом каждый день выкладывает там поддержку мобилизации. Но, к счастью, я когда началась мобилизация, когда вот этот порыв начался среди башкир, которые там поддержали мобилизацию, да, то есть в какой-то части я был удивлен, как бы, да,
Но потом я все-таки начал смотреть, и люди сейчас, на сегодняшний момент, всех вот этих, Айнура Миргалина там, да, он выложил пост, его там мочат в комментариях. Зухра Муракаева выкладывает посты, ее мочат там. И другие там, Зульфия Гайсина, вот этот вот, Шамиль Валеев, их всех мочат. То есть Юлдаш Юсупов, председатель нашего Курултая башкир, их мочат всех. И я понимаю, что наши башкиры все-таки не до такой степени одурманены. Очень большая часть не поддерживает эту мобилизацию, не поддерживает эту войну. И реально смотрят на вещи. Это радует, с одной стороны. Но, конечно, вот эти общественные деятели, которые вроде бы живут общественными делами людей, и которые поддерживают эту войну, за что, для чего, вообще не понимаю. Да, по поводу комментариев я с тобой согласен. У людей мнение начало меняться в хорошую сторону. Я тоже слежу в Инстаграме там за некоторыми группами большими. И 90% уже не поддерживают войну, не поддерживают Хабиру, потому что Хабир себя запятнал, соответственно, это власть. Соответственно, все, что они делают, значит, это неправильно. Вот это понимание потихоньку приходит. К сожалению, оно приходит слишком поздно и после больших жертв. Вот мы же пытались этого не допустить. Изначально там, с прошлого года еще кричали, когда было понятно, что война будет. Пожалуйста, не отправляйте, война будет и так далее, и так далее. Но у нас народ такой, что пока в семью именно беда не придет, а эта беда придет в каждую семью, если мы это сами не тормознем, то этого не понимают. Этого не понимают. Вот поэтому сейчас, наверное, можем поговорить, например, о тех последствиях, плохих или отрицательных, которые могут как-то проявиться в общественной нашей жизни в будущем из-за вот этой именно военной ситуации. Вот, Руслан, ты что скажешь? Каким образом вот отсутствие даже просто мужчина, да, то, что его мобилизовали, то, что его убили на войне, как это может отразиться на нашем обществе? Ну, в частности, на башкирах. Я вот как-то писал о том, что для русского населения потери 100 тысяч человек не будет так катастрофично, как потери 1000 башкир для башкирского народа, для 1,5-миллионного башкирского народа. Вот для нас это очень сильно ударит демографически, и, к сожалению, мы провалимся в такую демографическую яму, с которой мы вообще не вылезем. Когда вот, я говорю, недавно там, да, Юлдаш Юсупов написал в своем посте, что мы растем, я написал ему, ну, мы не растем, мы, к сожалению, убываем, и ты же это прекрасно знаешь. Если по переписи между 2002 годом и 2010 годом нас стало на 88 тысяч меньше башкир, то есть мы в мирное время исчезаем, да, потому что политика такая проводится. Политика проводится ассимиляции, политика проводится, когда экономически невыгодно рожать там детей, больше заводить. Все это делается специально. Плюс уничтожается культура башкирская и так далее, возвышается русская, наоборот, культура, и человеку, рожденный в семье, скажем так, между смешанной семье, он выбирает русскую культуру, потому что она более такая громкая, более сильная по сравнению с башкирской. Ну, везде преподается. Вот, соответственно, мы в мирное время такие потери несли, то сейчас, то потом в дальнейшем это еще больше может отразиться. Я до этого всегда говорю, что у нас, к сожалению, мы подходим к такому рубежу, что вполне возможно в такой черте, если мы эту черту перешагнем, вполне возможно, мы вообще больше никогда не выберемся с этой черты. Как я сомневаюсь, что выберутся, вот, допустим, на сегодняшний день хакасты, карелы, которых там осталось, но очень мало. Сейчас их может только что-то спасти, но что-то действительно такое, вот как полный развал России, когда там разобьется на вся эта территория на какие-то там независимые государства, которые будут проводить свою собственную политику, вполне возможно, тогда они еще как-то смогут что-то там восстановить. И то это будет очень тяжело, потому что, глядя на то, как Казахстан в течение вот уже 30 лет кое-как вылезает с той ямы, где они были, их тоже на момент, я смотрел статистику, на момент развала их там было меньше 30 с чем-то процентов, 39% было. Больше 50% было русских, украинцев и немцев. Вот там их, вот если их всех вместе взять, а все они были русскоязычные, получается. Их было больше 50%. А казахов было 39%. Но они смогли, как бы сейчас, увеличить до 70% свою численность. Но до сих пор язык не занял все те ниши, которые, казахский язык имею в виду, все те ниши, которые он должен занять как государственный язык.
До сих пор там вот это шовинистические настроения у русского населения, когда там они требуют от себя знания только русского языка, чтобы им там говорили только на русском языке, там в магазинах это очень часто прорывалось в информационных вот этих вот новостях казахских. Вот, сколько лет мы будем из такого выгребать, я вообще не понимаю. Даже здесь, я проживаю сейчас в Литве, я вижу здесь и ватников русских, которые там до сих пор топят за Москву, за Путина и мечтают, когда русские танки заедут сюда. То есть есть такие. И много их. В Латвии, в Эстонии еще больше. Вот. И сколько мы будем выгребать этого, мы, получается, еще больше будем вот, бороться с этим. И сможем ли мы победить? А уже говорить о таких нациях, как Карелы, Хакасты, я говорю, вообще не приходится. У них вообще все плохо будет. Поэтому для нас это будет очень печально, если мы потеряем там огромное количество людей. Но в то же время есть хоть какой-то плюс в том, что это, конечно, нельзя говорить плюсом, но это может какое-то утешение, что ли, что если, допустим, наши башкиры, которые поучаствуют в этих военных конфликтах и вернутся домой с боевым опытом, я надеюсь, что они составят изменившимся взглядом на то, что они увидят, как бы, и то, что поймут, к чему все это привело. Возможно, они составят как бы костяк, может быть, той военизированной нашей армии, которая в будущем будет защищать рубежи нашей будущей республики Башкортостан. Вот это только утешение, и то я надеюсь, что оно очень слабое. Ну, как бы вот так вот. Да, ты правильно заметил, мы в Канаде в университете эту проблему изучали. Кстати, канадцы в 2008 году, премьер-министр, я забыл его имя, они извинились перед всеми indigenous people. Это First Nation, это значит те люди, которые населяли Канаду до прихода сюда англичан, французов, ирландцев, шотландцев, потому что они их уничтожали в течение там 400 лет. Забирали у них всех, убивали, загоняли в резервации, там держали как рабов и так далее. Вот это осознание пришло. В 2008 году премьер-министр Канады, тогда был консерватор до Трюдо еще, извинился перед всеми, там, преклонил колено и так далее, да, вот за эти века унижения. После этого они начали выделять очень большие суммы для развития вот этих культуры индейцев и так далее, они постоянно их навещают и так далее. Но вот этот момент осознали и начали как бы заднюю давать. Но индейцы потеряли себя, они спились, их осталось очень мало, больше всего преступлений у них, больше всего безработицы у них и так далее. Поэтому как бы за историческим фактом далеко не ходить не надо. То, что я здесь увидел у индейцев, это ждет нас, башкортостанцев. Мы, к счастью, не все еще потеряли. Еще такое есть понятие, как invisible knapsack. То есть это такое в теории как бы малочисленных наций есть такое понятие, как, я переведу сразу на русский, невидимый рюкзачок со всеми приоритетами, которые там лежат. Вот в Канаде, если ты белый человек, тебе легче снять аренду, дом. Если ты белый человек, тебе легче дают кредит. Если ты белый человек, тебя меньше останавливают полицейские. То же самое с США. То есть вот эта культура, она как бы все еще осталась. Не совсем честное отношение по всем. То есть то же самое и в России. Если ты белый человек, русский, по-русски говоришь, вся эта культура, все эти экзамены, все это поступление в ЕГЭ, вернее, в университеты, и пойти на работу, повышаться по карьерной лестнице, все подвязано именно на русскую культуру, русский язык. Там башкотца же Бернамалеев, не так ли? То есть, например, это тоже здесь осознали, знаешь, что начали делать? Они добавляют тебе зарплату, если ты знаешь французский. Например, основная часть Канады это англоязычная, но какая-то часть франкоговорящая. Одна провинция, называется Квебек, тут через дорогу у меня. Они в государственных структурах сделали так. Если ты говоришь только по-английски, у тебя зарплата $8000. Если ты говоришь по-английски и французски, потому что это второй государственный, ты получаешь $10 000, 2000. Это огромная разница. В будущем Башкортостаном нам для того, чтобы сделать башкирский привлекательным, что нам надо делать? А почему бы не добавить? Да, это звучит немного, конечно, дискриминационно. А как нам сохранить в Башкортостане культуру и язык? По-другому никак. Я надеюсь, все остальные нации это тоже будут понимать, потому что для башкир Башкортостан это единственное место, где мы можем спокойно жить, переживать как бы свою культуру, да, свою религию, свой язык возобновлять и далее. Это только так, другого варианта нету. То есть осознанно к этому подходить очень тяжело, потому что все структурно сделано исходя из русского языка. Но если мы хотим его продвигать, мы говорим, государственная структура, если ты хочешь стать мэром города Уфы, там, ты обязан знать башкирский язык. Все, вопрос закрытый. Это не дискриминация, это способ сохранения нашего
нашей культуры, нашей нации, языка и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Вот в Канаде этот вопрос так решили, поэтому я этот вопрос здесь изучил. Почему я это делаю? Потому что когда, иншаллах, при возвращении в республику, когда будем ради народа, дай бог, все мы объединимся, вернемся, да, тяжелые времена пройдут, будем пахать. Вот этот мировой опыт, вот ты находишься за границей, я думаю, там смотришь, как с этим там обстоят в Европе, да, очень много башкир же по всему миру раскиданы. И сейчас многие поехали, это тоже хорошо, миллион там человек выехал из России. Они видят, как в других странах, что какие-то там вопросы устроены, и у них не будет уже ватная голова. Они увидят, вот это, оказывается, вопрос можно при возвращении домой, когда Путин там со своей системой сдохнет, можно, оказывается, вот так правильно решать, не так ли, и развивать. Поэтому я думаю в том, что люди многие разъехались, большое благо. Может быть, Всевышний именно так делает, чтобы мы вернулись, были более полезными для своей республики, нежели мы просто пытались бы вариться, собственно, внутри. То есть, а что по поводу вот вопроса, который я задал, какие там будут негативные эффекты, ты много чего ответил, но, наверное, можно добавить еще семейные структуры. Действительно, многие, вот все пишут, там 200, по-моему, 13 человек уже официально погибли там в конфликте. По сути, это сумма, мне кажется, минимум 1000 человек, минимум, потому что 60 тысяч мертвых, это даже Путина каждый день ложится на стол, 68, по-моему. Исходя из того, что башкортостанцев в процентном отношении гораздо больше послали, вот, должно быть минимум 1000 человек. Просто многие остались на полях Украины, кто-то, к сожалению, там, никто их не подобрал. Либо в братской могиле, либо их просто нету, да, либо их уничтожено разрывом, что ты просто его не соберешь. Людей как бы настолько много, что, по сути, реальные цифры совсем как бы другие. Что потом будет происходить? Если дальше будут отправлять, опять мужское население будет сокращаться. А кто уходит? Обычно уходят самые сильные. Вот уверенные в себе уходят, тестостерон прет, да, какая-то, ну, будущее нации и так далее. Да. Вот. Семьи будут неполные. Дети растут без отца, а без отца не все закомплексованы. Я много друзей знаю у меня, которые выросли без отца, у них проблемы с психикой, реально, вот то, что ты упомянул. Не так ли? Женщины тащат всю семью, они становятся мужеобразными, не женственными, а мужеобразными. Почему? А потому что надо работать в 2-3 работах, чтобы обеспечить свои семьи. Мужские обязанности на себя взваливают. Конечно, конечно, это тяжелая работа, и потом их любишь совсем по-другому. Потому что когда женщина женственная, нежная, это одно. А когда она такая, ну, как русские говорят, там, коня на скаку остановит, через в горячую юбу зайдет, но мы это не ценим. Ну, потому что мужчинам, ну, другой нужен для того, чтобы как мужчина как, ну, возвыситься, да, либо свою роль, свои функции понять. Есть такая проблема. Проблема демографии, которую ты обозначил, она будет только не спадать. Не так ли? 4, это многие из них были профессионалы своего дела. Сейчас начали созгребать DS заводов. У меня вот ребята с Белорецка писали. 500, говорит, повесток в Белорецкий металлургический завод. Но это же профессионалы. Пока еще не сгребают тех, которые на севере. Видимо, они нужны Путину для того, чтобы экономика как бы не тормозила. Но тут факторов, которые... Потом дальше надо будет контрибуции платить. Россия, Вот, скорее всего, проиграет. Тяжело, да. Об этом хотел сказать, что многие же не понимают. Я вот комментарий, который Юлдаш Юсупов вот привели, он мне очень понравился. Я как бы хотел сказать, что он, Юлдаш говорит, вот, но ты защищаешь эту страну, этот режим. Ты же должен понимать, что он рано или поздно проиграет. Что режим, что любой, кто придет, даже если Россия сохранится, любой, кто придет на его место, он вынужден будет... Что-то шум какой-то, да? Нет, это у меня ветер, я закрою окно. Мне жарко стало. Вот, я говорю, любой, кто он как говорит, что любой, кто придет на место Путина, даже если Россия сохранится, как бы, да, и будут какие-то изменения, он будет вынужден договариваться с западными странами, он будет вынужден поднимать экономику, он вынужден будет остудить эту войну и всех, кто ее развязал, в любом случае, потому что по-другому он не договорится с западными странами, не снимет, нужно будет снимать санкции. То есть это будет в любом случае осуждение всех, кто пропагандировал эту войну, кто развязывал. Найдут крайних. А крайние кто? Крайние это те, кто разжигал эту войну, кто гнал людей туда, кто призывал и так далее. То есть, если уходить от Соловьев, Киселевых, переходить к нашим башкирским Валеевым, то есть, да, то есть Шамилем Валеевым, Юлдашем Юсуповым, то они все будут осуждены, по идее же. Да? Логически. Конечно. Вот. Это же как бы, ну, просто любой нормальный человек должен понимать, что это война захватническая, агрессивная, и она не оправдывается. И каждый раз меняются вот эти вот объяснения этой войны. Начиналось все с того, что какая-то ядерная бомба.
на Украине, потом, что Украина хочет вступить в НАТО, потом, что там какие-то химические лаборатории, какие-то там гуси к нам летают, там, да, то есть сейчас там, что русских там унижали и уничтожали, хотя там огромное количество русских, которые украинцев, воюют на стороне Украины сейчас, тех же самых из Донбасса, вот, составляет Азов, если кто не знает, составляет практически на 100% там, это русские этнические, вот, тоже самые боеспособные их там, да, вот это вот соединение. То есть постоянно меняются вот эти вот поводы, и постоянно наши люди постоянно верят. Постоянно вроде уже забыли про уток этих, да, диких боевых уток, там уже забыли. Сейчас уже верят в том, что там Украина хотела первой напасть. Ну, Руслан, надо телевизор просто выключить. У меня просто телевизора реально нет 8 лет. Я не смотрю телевизор вообще. Если выключить телевизор, рупор у них не останется. Помнишь, я писал у себя в ядерном муравье, что ли, когда Гитлер пришел к власти, он раздал маленькое радио всем немецким семьям, и 6 лет им там прорабатывал их мозг, обрабатывал. Через 6 лет они 90% на Германии готовы были напасть на кого угодно. Как бы, как сказать, они думают, что это реально такая арийская крутая нация, все остальные рабы. Вот их подготовили. Поэтому если мы вырубим их телевизор, я не знаю, через 2 недели все люди начнут уже совсем по-другому думать. Но у нас не в силах это сделать. Вот ты правильно говоришь. Знаешь, какой волк победит? Хороший или плохой? Тот, которого будешь кормить больше. Вот та сторона, у них все, понимаешь? Тот волк сильнее будет, которого кормишь больше. Если доброго волка побольше кормить, тогда он выиграет. Если злого, тогда он, потому что он будет сильнее. Поэтому здесь то же самое. Наша с тобой задача как можно больше говорить про это, альтернативную точку зрения говорить. Потому что, в этом заключается смысл, как бы, объективизации любой информации, так ли? То есть мы пока эту войну проиграем, потому что у нас нет телецентра, у нас нет БСТ, у нас нет там административных ресурсов для того, чтобы всем главам позвонить, давай вот это вот обеспечь, да. Но у нас единственное остается слово, которым мы пока пытаемся достучаться до сердец и мозгов наших сограждан. Надеюсь, этих людей станет все больше, больше, больше. Вот как мы ты видим, думаешь, да? как ты думаешь, вот ты говоришь про контрибуции, насколько сильно это отразится это на Республике Башкортостан, на ее жителях? Примерно хотя бы. Германия платила 50 лет контрибуцию всему миру, как бы союзническим странам, да, которым она проиграла. Она отдала также часть территории, которую она захватила, начиная с 1 сентября 1939 года. Даже дальше. Они часть Чехословакии захватили, до этого они часть Австрии захватили, потом они жили на Польшу и так далее. То есть они это тоже все потеряли. У кого какие-то претензии были, мы даже Калининград забрали, Кёнигсберг, по сути, не так ли? Да. После этого, потому что нам нужен был плацдарм там где-то в Европе, чтобы всем там угрожать, понатыкать туда ядерных ракет, и мы тут находимся совсем близко 100 километров. То есть Германия потеряла гораздо больше, она потеряла, собственно, достоинство. Немцы 50 лет в унижении жили, но они чем вытащили, это реально дисциплинированный крутой народ, они настолько в свою промышленность вперед пустили, что они сейчас как бы, все им опять завидуют, не так ли? Вот это они могут делать, а мы как? У нас не промышленные не то что способности, такой индустрии нет, как у немцев, да. У нас нет такой дисциплинированности, мы гораздо какая-то более разболтаны. То есть нам придется отдать все свои природные ресурсы для того, чтобы заплатить, просто даже залатать Украину. Я не говорю о том, что там пострадали еще какие-то другие страны, которые могут также пострадать. Поэтому как это отразится? Из-за того, что мы Башкортостан, это часть Российской Федерации, отвечать также придется вместе. Ты не сможешь сказать, даже мы с тобой, допустим, пришли к власти, извините, там, да, украинцы, вот мы не можем платить, потому что, вот мы другие, смотрите, они скажут, ваши ребята воевали, вот смотрите, они, кстати, украинцы ведут поименно список всех тех, кто там участвовал в преступлениях или вообще в войне. И они, как евреи, после войны собираются всем предъявить. Мы, говорит, будем находить вас по всему миру и призывать к ответу. Помнишь Израиль? 2 года назад они нашли какого-то человека, который работал в концентрационном лагере, и ему удавалось как-то скрываться, ему было 98 лет, они его поймали, приехали в Германию, посадили в этот самолет, увезли в Израиль, его судили. Человеку 98 лет. Украинцы собираются делать то же самое. Почему? Потому что мы зашли на их территорию, начали убивать. Люди должны это понимать. То есть их преследование не закончится там экономическими бедами. Их будет по всему миру потом их ловить, особенно тех, которые отвечают, там, не знаю, там, командиры батальонов и так далее. Им не дадут нормально жить. Это однозначно. Поэтому люди должны думать гораздо дальше, нежели просто вот желание там увидеть какое-то мясо там или кровь, да?
Потому что это отразится на полностью жизни всего государства, а Башкортостан его часть, да, в течение там следующих, возможно, 50 лет. Это, ну, надо стратегически просто мысль, начинать свой мозг включать, как я говорю, который тебя Да, Всевышний я, наделил. Вот, кстати, недавно украинцы такой, скажем, месседж подали для всех национальных республик подумать над тем, что те, кто первые поднимут восстание против Москвы, те будут освобождены от контрибуций. Я, конечно, не призываю никакому восстанию сейчас, потому что это, я считаю, что пока нереально. Вот. Но эта мысль должна сидеть в головах. Потому что когда придет очень сильное ослабление Москвы, я думаю, что надо будет всегда использовать этот шанс для нас, для всех. Вот. Однозначно. Руслан, какие рекомендации все-таки будут тем, которые вот мобилизованы? Вот прямо сейчас их призывают, они боятся куда-то уехать, они боятся прятаться. Ну, вот что бы ты порекомендовал им? У меня есть как бы свой ответ, я хочу услышать твой, потом попробовать добавить свое со своей стороны. Я в первую очередь как бы рекомендации это тем, кто против войны. Потому что рекомендации давать тем, кто едет с такой силой, жаждой повоевать и поубивать там мирных людей и граждан, для них рекомендаций у меня никаких нету. Их настигнет Аллах, это возмездие, как бы, да. Это я не могу им ничего порекомендовать. Но я рекомендую тем, которые едут с нежеланием, но там из-за страха там, ну, я не знаю, там это почему он поехал, какой страх его там преследует, что он все-таки поехал, это его личное дело. Но если он уж там оказался, в первую очередь я призываю максимально уклоняться от боя. И если будет такая возможность, переходить на сторону украинцев. Переходить на сторону украинцев, тогда они, по крайней мере, во-первых, спасут свою честь, хотя многие думают, что тем самым они запятнают себя перед своими родственниками. Хочу сразу сказать, что они запятнают свою честь перед родственниками, перед соседями, друзьями, одноклассниками и перед властью до тех пор, пока эта власть является властью. Как только она перестанет быть властью, все изменится вплоть до наоборот. Те люди, которые воевали на стороне Украины против Путина, они будут героями. Это 100% так. Поэтому те, кто сделает это раньше времени, соответственно, они раньше времени спасут свою честь. Плюс, если будет воевать как чеченский батальон, как грузинский батальон, как русский батальон, наш башкирский батальон, я считаю, что это намного больше, скажем, спасет честь башкирского народа нашего, чем сейчас мы едем там с песней генерал Шимуратов там, да, воевать и убивать украинцев. Вот я считаю, что надо в первую очередь об этом подумать нашим бойцам, нашим башкирам, которые сейчас мобилизованы, да, которые сейчас едут туда и которые сейчас готовят убивать, захватывать мирные соседние государства. Я бы, наверное, добавил следующее. Да, спасибо большое за ответ. Во-первых, вопрос мобилизации – это вопрос жизни и смерти человека, не так ли? Да. 50 на 50, либо ты там умрешь, либо нет. Поэтому любой человек, который тебя призывает, по сути, к смерти, 50%, это надо рассматривать как врага. Военком – это твой враг, который желает тебе смерти. Но он просто там столько таких посредников между смертью и тобой, что ты этого не замечаешь. Ты на него смотришь, как будто ты ему что-то обязан, и он имеет право тобой командовать. У него там есть двухэтажное здание стоит, центр райцентра, наверное, видел, да, все военкоматы так выстроены. И ты думаешь, что вот это вот авторитетное место, которое имеет право распоряжаться твоей судьбой. Нет, не так. Твоей судьбой им распоряжается Всевышний, только ты сам. Ты имеешь право выбора. Поэтому, если уж вы хотите пойти там по юридическому пути, а хотя я вижу, что больше всего юристы занимаются тем, что злоупотребляет законами, это Путин, юрфак закончил, это Медведев, юрфак закончил, это Хабиров, юрфак закончил, это Бадранов, юрфак закончил. Они больше всего нарушают законы. У меня вообще ощущение, что у них вместо туалетной бумаги в туалете Конституции Российской Федерации они подтираются, потому что они не следуют ничему, что есть в Конституции. Но, если вы хотите все-таки попробовать пойти по юридическому пути, возьмите с собой адвоката. Потому что это вопрос жизни и смерти. Это вы же на любую маленькую вещь мы всегда обращаемся к адвокату. Да? Деление там имущества, авария маленькая, которая никак не касается вашей жизни. А здесь именно вопрос жизни и смерти. Берете адвоката и идете к военкому. В военком зашли, спрашиваете, кто ты такой?
Не так. На каком основании ты меня призываешь? Какая твоя организационная структура, как военкомата? Не так ли? ИНН, КПП, ОГРН. Кто ты такой вообще? Министерство обороны. Окей, документы, печать. На каком основании ты военком работаешь? Доверенность там, какой ты приказ, и так. Имеешь ли ты призывать вообще и так далее, и так далее. То есть с этих надо моментов маленьких начинать, юридических, потому что вопрос жизни и смерти. Представьте, там каждый, если 10-й там будет заходить с адвокатом, выносить мозг военкома, он скажет, о-бо-бо-бо-бо-бо-бо. Он, понятно, начнет орать и так далее. Потом можно на него в суд подать. Но военкоп это ваш враг, который хочет вас убить, отправить на войну, чтобы вы не вернулись, чтобы родственники вашим потом еще 20 лет сидели плакали. С этой позиции надо подходить, потому что, ты живешь один раз, не два, не три Я раза. даже маленькую ремарочку вставлю, что я, конечно, ты же знаешь, что я как бы более радикал, и все знают об этом. Я считаю, что когда военкомат ночью вдруг неожиданно вспыхивает, и все сгорают там документы, все призывные листы, все списки, это еще больше затормозит работу призывных пунктов. Это и однозначно. мобилизации. Вот. Однозначно. Так что думайте, Игорь, как не поехать. Вот. Так, что еще вот, пока ты говорила, я еще одну мысль потерял по поводу... Да, по поводу юридической стороны. Да, надо проверять эти документы. Идти с адвокатами, вот вопрос на этом уровне обсуждать. Такие вот дела. Ладно, еще есть вопросы, Руслан, какие-то, которые можем обсудить? Или можем потихоньку закругляться? Вот смотри, еще один момент. Вот и мне пишут, да, мне угрозы иногда приходят на e-mail и так далее. Понятно, мы этого не боимся, потому что головы как бы готовы в это положить. Немного от темы отвлекусь, но у многих ощущение есть, что мы хотим прийти к власти, и вот именно ради власти. Вот у меня желания к власти прийти вообще никакого нет. Я думаю, у тебя тоже. Просто смотря на состояние своего народа, просто охота как-то помочь. И мы понимаем, что я сейчас отвечу хуже... Да. То есть у нас нет желания там возглавить республику ради власти. Это, конечно, тяжело людям понять, потому что, как бы в этой скорлупе многие не были, да? А именно обида есть за то, что народ просто страдает от глупого управления, сознательно глупого или вот такого злого использования людей, да, в каких-то своих именно целях. Я считаю, что у нас очень много среди башкир, вообще среди Республики Башкортостан жителей, очень много умных и достойных людей. И когда вот говорят, что кто кроме Путина, это примерно так звучит, да? Кто кроме Путина там, да? Елки-палки. Но вы вот недавно только Хамитов, да, Хамитов когда пришел, кто-нибудь знал Хамитова? Никто не знал, кто такой Рустем Хамитов. Вообще ни один человек. Кто-то его там знал, что когда-то он там был, и все. То, что он станет президентом Республики Башкортостан, а потом, был главой, да, никто не мог даже подумать, но как-то он управлял, и в принципе управлял, если не считать все его перекосы в национальной политике, перегибы в национальной политике по отношению к башкирскому народу, которые я нисколько не оправдываю, наоборот, осуждаю его, но экономически, в принципе, он провел неплохо. Вот, там, говорит, там и большие у него там финансы остались, там, да, то есть с профицитом оставил бюджет с большим. Вот, я к тому, что никто не знал, однако он мог управлять. Поэтому, когда говорят, что нету людей каких-то, которые могут возглавить, я никогда в это не поверю. У нас очень много умных и достойных людей, которые очень хорошо будут руководить нашей Республикой Башкортостан. И я о себе могу сказать, что я не такой умный и не такой образованный. Я историк, да, который закончил исторический факультет. Я не думаю, что я могу управлять достойно так Республики Башкортостан, как это сделали бы другие люди, которые действительно все это получится. Поэтому я не стремлюсь никакой к власти. Я вообще себя в будущем надеюсь, что когда я вернусь в Башкортостан и Республику Башкортостан возглавят достойные люди, которые сделают нашу Республику Башкортостан процветающим, независимым, свободным, мирным государством, я думаю, что в это время я займусь, наверное, тем, что я буду учить детей истории. Вот это мое. Это как Заки Валиди когда-то, когда у него дочка спрашивала, что ты будешь делать, если ты вернешься? Я говорю, будешь, наверное, президентом, да? Он говорит, нет, я говорит, буду учителем. Вот. То же самое и я хотел бы быть учителем. Я себя не вижу никак во власти. Может быть, какую-то общественную организацию возглавлять, которая будет там работать во благо Республики Башкортостан. Все. Я бы, конечно, хотел тебя видеть минимум в Курултае,
А можешь остаться просто критиком следующей власти, потому что это неплохо получается. Надо с другой точки зрения всегда на это смотреть, поэтому... Оппозиция всегда должна быть. Да, конечно, you are always welcome. И вообще, я как бы, у меня одно время, конечно, было, вот так как у нас в будущем Республика Башкортостан будут свои национальные партии, свои партии республиканские именно, вполне возможно, как бы, я бы, может быть, создал бы националистическую башкирскую партию националистов, как бы, которая тоже Почему там бы и нет? имеет право на Почему бы существование. Потому что у нас на сегодняшний день, конечно, там националистов, это слово там связано чуть ли не с фашизмом, но в Европе националистические партии вполне успешно заседают в парламентах и выигрывают даже, и их представители возглавляют эти парламенты, так что весь мир, да, то есть, допустим, вот пример во Франции. Не только, весь мир сейчас уклоняется вправо. Тот же Трамп, да, тот же итальянцы, вот правая партия сейчас победила, потому что все устали вот от этой глобалистской повестки, так, да, и все... Да, потому что европейцы сами растворились в Европе, в европейском сообществе, поэтому они тоже начали свои корни терять, свою основу, поэтому такое движение во всем мире прослеживается, я уже этот вопрос изучаю в университете Оттавы, вот, и это такая тенденция абсолютно нормальная, так и должно быть, потому что каждая группа населения должна быть защищена, тем более мы с тобой говорили, что будущее Башкортостана видим в парламентской республике, не в президентской. Потому что последнее слово всегда будет за парламентом. Это будет такая мощная структура, где собраны самые аксакалы, умные эксперты и так далее, вот типа тебя, да, которые должны последнюю точку ставить всем решениям, которые президент им предлагает. Не должно быть власти одного человека, в этом мы с тобой абсолютно согласны. Не дай бог у нас получится такую республику когда-нибудь построить, чтобы все нам в хорошем смысле завидовали и хотели войти в Башкортостан, сами проситься к нам. А не так, как там Запорожье захватывали, как Донецкую, там Луганскую область, да, именно своим процветанием нашей республики мы должны показать, что можно, оказывается, и вот так жить, чтобы люди хотели сами к нам присоединиться, говорить, смотрите, башкиры какие классные управляющие. Иншалла, эти наступят, думаю, Руслан, дни, да, на этой, наверное, положительной ноте такой, да, классной, да? Если у тебя нет ничего добавить, да, вот такой закончить. Тоже заканчивая, как бы хочу сказать, согласен полностью с твоими словами, и я считаю, что в первую очередь для того, чтобы нам в будущем было легче, скажем так, в Республике Башкортостан и развивать ее, для этого мы должны сохранить свой генофонд. Мы должны сохранить свой генофонд, мы должны сохранить свои жизни, своих башкир, и поэтому, ребята, не едьте воевать, егиттер, бармагадан да, хулушка. Не едьте воевать, не надо там захватывать эти земли. Украина на нас не нападала. Мы для них, особенно башкирам, она вообще ничего плохого не сделала. И поэтому умирать там за идеи, бредовые идеи Путина, вот этого диктатора, я считаю, это вред, который мы можем принести, наибольший вред, который мы можем принести своему народу. Шуга, егиттер, хаубулат, Руслан, рахмет. Спасибо. До следующих встреч, спасибо, что позвал. До следующих эфиров. Давай. Ладно, давай. Всего хорошего. Давай, Снегал.